Здравствуйте, меня зовут Сыроватская Кира, ученица 7 Б класса БОУ-СОШ номер 7 города Мирный. Тема моей проектной работы — геометрия в якутском национальном костюме. Национальная одежда — это часть культуры народа. Каждый народ должен знать свое прошлое и его традиции. Я выбрала эту тему, потому что мне очень интересно национальное культурное творчество. У нас летом каждый год проходит национальный праздник ИГЭХ. На этом празднике я часто замечаю, что в рисунках, которыми расшиты сценические костюмы, в основном используют геометрические фигуры. Мне стало интересно узнать, почему в оформлении национальных костюмов чаще всего появляются геометрические фигуры. И ими большинство украшают мужские национальные наряды. Есть ли в этом какой-либо смысл и можно ли геометрические орнаменты использовать в женских якутских национальных костюмах? Актуальность моей работы в следующем. Необходимость усилить внимание к сохранению и развитию национальных культур и языков, к возрождению народных традиций. Цель исследований — исследовать народный орнамент и выяснить, почему именно в большинстве геометрические фигуры используются в мужском национальном костюме и можно ли использовать в женских национальных костюмах. Гипотеза исследования. Геометрические фигуры можно использовать не только в мужском национальном костюме, но и в женских национальных костюмах. Для реализации поставленных целей и проверки выдвинутой гипотезы необходимо решить следующие задачи. Изучить историю возникновения якутских орнаментов, исследовать, как с помощью геометрических знаков и символов человек выражал свое восприятие к окружающему миру. Научиться читать узоры, приобщение к истории и национальной культуре. Сшить современную детскую одежду с якутскими орнаментами. Для выполнения поставленных задач используем следующие методы. Изучение, опрос, шитье. Практическая значимость данной работы в том, что результаты исследований могут быть использованы в дальнейшей моей проектной работе. В современном мире орнамент — это узор, который украшает национальные костюмы и дает определенную идентичность. Остальные орнаменты в бытовых предметах для нас не несут смысловой нагрузки. Для нас ромбы на ковре — просто ромбы, а круги — просто круги. В наше время фигуры просто украшают посуду, одежду, мебель или подушки. Сейчас люди утратили знание о том, что орнаменты на вышивках, национальных костюмах и предметах народного творчества несут смысловую нагрузку. Перед началом работы я провела опрос через социальные сети, и исследование показало, что среди опрашиваемого контингента основная часть носила национальный костюм, при этом не зная историю появления орнаментов и узоров. По смысловой нагрузке геометрических узоров на национальной одежде из числа опрашиваемых 31 человек в возрасте от 15 до 30 лет знает всего 17%. На четвертый вопрос максимальное количество видов узоров знает всего 3 вида. Количество атрибутики, применяемой в национальной одежде, знает всего 5 атрибутов. Мы решили шить платье халдай с геометрическими орнаментами. Наше платье халдай рассчитано от 4 до 6-летних девочек с размерами: рост 116, обхват груди 60 см. В работе я представила этапы изготовления изделия платья халдай с использованием геометрического орнамента. Мною были использованы такие орнаменты геометрической формы, как круг — означает свет, тепло, жизнь. Треугольник означает жилище, родной дом. Ромб означает близкий, родня. Если присмотреться, ромбик — оберег от зла, несет доброту. Перед тем, как использовать, надо знать смысл каждого орнамента. Они отличаются мелкими элементами и будут нести уже другой смысл. Например, у нас простой треугольник, а в мужских костюмах шит треугольник с рамочкой, и это означает закон, истина и справедливость. Таким образом, наше платье несет смысл. Пусть свет, тепло и жизнь не покидает наш родной дом, близких и родню. В итоге мы потратили 1650 рублей. Проделав большую работу, я проявила все возможное на данный момент творчество, умение, старание и мастерство, пусть еще не самое совершенное. Исследуя народные орнаменты, решив все наши задачи, выяснилось, что геометрические фигуры можно использовать не только в мужском национальном костюме, но и в женских национальных костюмах. Но перед тем, как шить национальный костюм, то надо учитывать их значение и смысл. Таким образом, думаю, я достигла цели и подтвердила нашу гипотезу.